Мин Гөлнара, бу безнең якты өебездә координатор булам. Бүтән сорауларыгыз бу өй турында, татарлар турында, башкортлар турында Мәскәүдәге миңа бирсәгез була. Кыскача, бу өебез штаб Татар Москвы дип атала. Һәм бу өебездә без бик күп чаралар уздырабыз. Әлеге дә булса, бүгенге безнең чара инде ул яшьләр якшәмбесе. Без аны һәр якшәмбе уздырып тырышабыз. Кайчан була вакытыбыз һәм безнең монда шулай җыелганда. Тагын безнең бик күп клублар бар. Ул да булса Гиппократ клубы, Табиблар клубы, клуб бизнесменов. Также у нас бик күп тюркоязычный клублар. Хәзер инде беләсез, бу вакытта бик катлаулы авыр шундый вакыт. Бөтенебез беләсездер инде хәзер бик күп әйтәләр, Инстаграмны ябалар дип, без бөтен социаль шәбекәләрдә дә бар. Ул да булса ВКонтакте, Facebook, Одноклассник, та безнең зур бик күп видео, это YouTube роликлар, безнең штаб Татар YouTube роликлары. Анда да кирегез, карагыз безнең бөтен чараларны. Хәзер Instagram ябылса, обязательно Telegram-га кирегез. Кем чатта юк? Кого нет в чате нашем? Сегодня же обязательно включайтесь. Если пропадете, не узнаете о наших встречах. В любом случае, всегда мы очень рады вас видеть. Әйдәгез максимально, вот ник мин татар телендә сөйләшә башладым. Сезгә дә без мөрәҗәгать итәбез, татар телендә матур итеп сөйләшегез, аңлагыз. Татар телендә кинолар карагыз. Менә безнең 15 март, кстати, будет фильм. Алар турында язырбыз чатта. Анда кирү түләүсез, исәнмесез дип атала фильм. Әйдәгез бергәләп барып карыйбыз, һәм ул бик кызык фильм. Анда бик кызык темалар ачыла. Һәм менә шулай итеп чатларга кирегез, безнең турында языгыз, һәм ВКонтакте булса, может, ВКонтакте штаб Татар Москвы дип язсагыз, анда безне таба аласыз. Хәзер инде мәгълүматлар турында безнең бүген кунаклар бар була. Булай гына язмадым мин аны. Без бүген безнең программада әлбәттә кунаклар, алар киләләр. Һәм тагын әйдәгез бик кызык мәгълүматларны безгә бүген безнең идейный вдохновитель Рөстәм абый Ямалеев сөйләп бирер. Рөстәм абый. Менә без бүген менә бында җыелдык. Менә иң кирәк нәрсә безгә? Безгә үзара татарча сөйләшергә башларга кирәк. Менә ничек шулай? Менә уйлagыз, әйдәгез менә татарча сөйләйик үзара. Менә күбебез беләбез бит татар телен, аңлайбыз, нигә сөйләшмәйбез менә. Татар җырларын күбрәк җырлайсыз. Менә җегет яхшы белә аларны. Ну минем менә берничә сүз әйтәсе киләдер җаваплар. Безнең җаваплар теге атнада безнең бик зур статья чыкты. Известие Татарстана. Менә карагыз. Оннан соң Звезда Поволжья. И менә бүген чыкты бик зур материал безнең Бизнес онлайнда. Менә комментарийлар, лайклар. Менә бик зур материал Бизнес онлайнда безгә бик күп игътибар бирәләр инде пресса. Безне на федеральном уровне күп язалар, менә безнең унгәҗит белән бар дуслык, унгәҗит белән. И значит, безнең менә теге 2 атна элек ачылды жаңа канал YouTube DL16. Менә ул значит шундый канал инде, менә шуны карагыз обязательно. YouTube канал DL16. Менә безнең 4 аккаунт бар, да 4. Безнең бар штаб татарской молодежи. Менә штаб татарской молодежи. Аның 4000 YouTube, 16000 контакт и 22000 Instagram. Вот. Безнең 1000 ролик бар, да? И шул роликларны Instagramнарда җыйсак, безнең көнгә карай 70-80 мең кеше. Менә көнгә карай.
Вот. Әле рассылка насчет ламанчы. Біздің 3000 ярым рассылка. Шуңар инде біз менә бу шелтерләрдә бик тырышабыз инде эшләргә. Менә YouTube канал, шул гәҗитләрне карагыз инде, безнең сайтларны карагыз. Аннан соң, значит, менә безнең хәзер менә була берничә бергә чаралар иде. Менә безнең договор булачак менә Асадуллаев йорты белән, полпредство Татарстан, Башкирия белән, и безнең бергә шундый чаралар белән үтәсе. Менә нәрсә біз сездән теләйбез, нәрсә біз сездән көтәбез. Менә бик яхшы фотография, Красный площадька барып җырлар җырлагансыз. Кем булган анда? Берничә тапкыр уже, да? Менә ул бик яхшы. Бер менә Марсель бүген юк, гел аны искә төшерәбез. Алган да катокка алып барган. Менә шуңар без монда сез монда танышасыз, но сез менә чурашыгыз вне стен штаба. Менә безнең монда башлады 4 еллык чурашырга татар мафия, да? Татар мафия. Менә алар бүген 600 кеше. Алар һәр среда җыелалар. 600 кеше татарлар, да? Аларның 2 группа 150 кеше по катушке. Аларның бар, по-моему, 200 кеше караоке группа. Менә шуңар без теләйбез, чтобы без менә бер нәрсә эшләйбез. Без татар среда создаем. Менә сезгә аралашырга. А калганын сездән тора ул, да? Монда берничә урыс кеше бар, шуңар инде мин тоже рус теленә күчәм, значит, әзрәк. Мы не националисты. Если другие нации, интересна татарская культура, татарские песни, с нами татарское общение, мы милости просим. Вот. Мы не националисты, мы ко всем нациям относимся толерантно. Мы всегда к вам обращаемся, добивайтесь в жизни больше. Но мы никогда ни с какой нацией не сравниваем. Просто вы вот сами по себе добейтесь жизни большего. Добейтесь большего, старайтесь больше, а мы вот штаб хотели бы вам в этом и можем этому способствовать. Вот. Поэтому, значит, вот какие у нас ближайшие мероприятия? Ближайшие мероприятия, вот у нас будет, значит, завтра клуб бизнесменов у нас, который мы организовали, он у нас татарско-тюркский. И потом, значит, у нас будет 28 числа, здесь будет день рождения известного писателя алтайского, тоже с тюркскими народами мы собираемся. И 30 у нас там вечер памяти одного философа будет. Вот такие у нас мероприятия в ближайшее время. Вот хотелось бы от вас тоже, значит, чтобы вы что-то предлагали, что-то организовывали, и чтобы была какая-то инициатива от вас, а мы бы вместе это бы обсуждали и в жизнь бы превращали. Вот. Вот, вы же вот молодость, такой стартовый период у вас сейчас, что вот вы добьетесь в ближайшие 15 лет, да, 10 лет, вот то и в жизни будет. Поэтому вот вы старайтесь, вот друг другу помогайте, позитивно настраивайтесь. Вы же вот здесь собрались все разных профессий, да, ведь разного менталитета, со всех уголков татары, да. Но что нас объединяет? Нас всех с вами объединяет наше прошлое, наша история, так ведь? И нас объединяет наше будущее. Вот, а будущее это вот сохранить татарский язык, значит, перед прошлыми поколениями, перед будущими. Вот давайте каждый из вас задумайтесь, как сохранить татарский язык. Как? Особенно вот в будущем молодым семьям, чтобы дети с малых лет татарский язык изучали. Вот. Даже если родители не знают, чтобы вот с пеленок начинали вот первые слова по-татарски произносили, например. Да? Вот мы к вам... У нас вот эта группа, да, она вот во время пандемии, у нас всегда были студенты, 50 человек, 70 человек, 100 человек, всегда они были у нас. А у нас группа 430 человек, вот, допустим. Вот такая эта группа, да, у вас в Телеграме. Поэтому вот мы на эту группу возлагаем какие-то надежды на всех вас. Почему? Потому что вот такой возрастной группы у нас больше в штабе нет. У нас есть клуб «Масштаб», у нас есть клуб героев, у нас есть клуб генералов, да, офицерское собрание, Гиппократ есть у нас, вот Гульнара рассказала вам, но такой вот возрастной ценз у нас больше нет. Поэтому вот хотелось бы как-то вас настроить на будущее, чтобы вы вот, общаясь с нами, прониклись какой-то ответственностью на будущее. Кому татарский язык? Вот у нас большой город Москва, да, 10 миллионов. Вот есть татарская нация. Вот где они собираемся, что мы делаем, какие организации татарские. Но есть определенные организации. Мы же никогда не претендуем на монополистов каких-то, да, вот. Мы очень рады, если кто-то где-то собирается. Но, к сожалению, это бывает редко, но все равно мы за них рады, да. Мы с ними со всеми сотрудничаем. Мы сотрудничаем с 15 автономиями, к нам они приходят, вот.
Поэтому, значит, вот задумайтесь, и нам бы хотелось, чтобы вот это вот сохранение татарского языка, культуры в Москве, как-то бы, чтобы вот в вас мы увидели вот это вот продолжение, вам бы это все вручили, эту эстафетную палочку на будущее, а как-то вот над этим задумайтесь. Вот среди вас есть какие-то организаторы, у кого-то больше получается. Вот. Значит, звоните почаще родителям, заботьтесь о пожилых, самый главный настрой боевой, и тогда никакие болезни нам не страшны, так ведь? И вот насчет соцсетей. Столько сейчас ботов, столько сейчас провокационных вещей, столько сейчас в интернете, это вы знаете лучше меня, так ведь? Не поддавайтесь, вот вы зайдете на какие-то сайты левые, непонятные, они же фиксируются, кто на них заходит, кто лайки ставит, кто подписывается, кто там комментарий пишет, понимаете? К этому очень серьезно вы отнеслись, потому что вы несете ответственность за это. Если вы подписались, если вы написали комментарий, вы несете за это ответственность. Если вы кому-то послали, это тоже на вас ответственность, понимаете? Поэтому вот я бы хотел как-то, чтобы вас оградить от этого всего, значит, чтобы вот этих вот какие-то митинги у нас были 3 года назад, ну, вы же понимаете все это вот, поэтому вот у нас у штаба, наша политика штаба это центристская политика, да, мы все-таки, значит, верим в нашу многонациональную такую, значит, Россию, поэтому, значит, сила нашей России вот в этой многонациональности, поэтому у нас такая центристская политика, я думаю, все эти неприятности скоро закончатся, вот, конечно, может какой-то промежуток будет, мы к этому должны быть готовы, и вот именно вот в этих неприятностях каких-то мы как раз вместе, вот мы с вами один коллектив, поэтому мы всегда должны друг другу помогать, объяснять, обсуждать. Мы очень верим в вас, очень дружески к вам расположены, очень верим в вас. Надеемся, что когда татарский язык мы вам передадим, и надеемся, что вы будете депутатами, олигархами и даже президентами. А мы в этом вам поможем. Спасибо. Я в татарской теме, наверное, с года 2016 года. В 2016 году я учился на 3-м курсе в университете. И меня очень сильно потянуло на татарскую тему. Очень хотелось как-то свои корни возобновить, почувствовать татарскую нить, татарский вот этот вот дух. И я начал искать возможности для как-то реализоваться в этом плане и реализовать себя, идеи свои. И мы с 2016 года, я встретился с Альбиной Ишмурзиной. Она была на тот момент руководителем центра Каюма Насыри. Это был центр татарского языка на Васильском острове. Мы с ее группой проводили всякие разные мероприятия. В основном это были культурные мероприятия. Мы проводили очень крутой Тукай-квест каждый год. Если вы найдете какое-нибудь объявление про Тукай-квест, обязательно записывайтесь, приезжайте в Петербург. Супер интересное мероприятие. Будете гулять с татарами по Петербургу, изучать татарскую историю прям вживую, потому что вся история Петербурга, она пронизана татарскими корнями. С 2016 года по 2018 год мы активно искали людей, активно разрабатывали свои идеи. В 2018 году появился культурный центр «Мирас». Мы нашли инвесторов. И на базе государственной недвижимости мы нашли там несколько комнат в центре города и запустили этот проект. С 2018 по 2019 он успешно работал и до сих пор продолжает успешно работать. Мы реализовали там кучу проектов. В 2018 году мы съездили в Казань, выступили на форумах со своим проектом. Я лично выступил с проектом Таталь Уку. Я собирал людей, мы вместе с друг другом читали книги, объяснялись друг другу на татарском языке, разговаривали на всякие разные темы, которые были затронуты в книгах. И в целом этот проект очень был успешный до некоторого времени, когда у меня не началась работа, пошла карьера. С 2019 года мы как-то очень сильно не согласовались с нашими инвесторами и в итоге перешли в новую форму. Сейчас наш культурный центр в Петербурге называется «Тамга». Он пока онлайн, и все коммуникации у нас онлайн, но уже есть куча интересных проектов по изучению татарского языка, татарской истории, татарской культуры. Люди собираются все так же, но просто у нас нет какого-то определенного места.
закрепленных за нами. Но также, в принципе, наше детище МИРАС продолжает работать успешно. Там новый руководитель, там тоже преподают татарский язык, там играют с москвичами, с другими и людьми из других городов в мафию. Все, в принципе, наверное, наши ребята, которые работают и ходят просто в МИРАС, они знакомы с татарскими ребятами, которые играют в татар-мафию. Вот, как-то так в целом. Все. Да, спасибо большое. Шамиль начал рассказывать о том татар-мафии, да, а говорю как есть, татар реально очень много в разных городах. Вы знаете, наверное, бүтін дүнияда татарлар бик күп бар, алар шулай ук безнең кебек җыелалар. Есть тоже такие же организации, которые проводят для татар и башкир мероприятия. И мы тоже очень хорошо, тесно общаемся с Санкт-Петербургом, так как это у нас вторая столица, да. И мы вместе, мы ездили всей компанией, нас было человек 10, в 2019 году мы открывали там наш клуб «Татар-мафия». Реально так. Мы проводили ознакомительную такую игру, именно вот в центре МИРАС, в центре, да, у вас получается, это улица какая там? Лиговский 56. Лиговский 56, даже забыла. И на самом деле нас татары из Санкт-Петербурга так очень дружелюбно встретили, они реально нам ходили и показывали все места татарские. То есть мы ходили и на памятник Габдулату Муса Джалиля. То есть там такие знаменитые места, по которым ты понимаешь, что и здесь есть татары, и они там приложили большое усилие для того, чтобы оставить свой след. И если вы как-то будете в Санкт-Петербурге, мне кажется, вам тоже будет интересно также познакомиться с нашими татарами, кто живет в Питере. Они тоже так же собираются, дружно живут, общаются. У них каждые выходные проходят свои же мероприятия. Они тоже так же, как и мы, любим мафию, играют. Также они к нам приезжают, если в гости. Например, в 2020 году они также встречно приехали к нам сюда в гости, и мы вместе проводили встречу у нас уже в Москве. Так что к чему мы идем? Мы все дружим разными городами, разными странами. Говорю честно от себя, я ездила в Дубай татарам. Вот у нас Абдурахман, кстати, тоже родственник, если знаете, наверное, есть в Дубае очень знаменитая семья Шангараева, кто там проводит бурную деятельность. Есть там ресторан «Казан», то есть татары есть везде, и они также стараются друг с другом дружить и вместе собираться, чтобы никто не был в другой стране и в другом городе как-то обделен, чтобы всегда быть вместе. И мы вас тоже к этому призываем. Бірге булығыз, ерігіз, проводите совместные выходы куда-то, выходите, ходите в кино, там, я не знаю, разные ездили. В Москве, мне кажется, список того, куда можно сходить вместе или посетить что-то, очень большой. На базе штаба создано очень много разных клубов. Вот, например, сегодня у нас была встреча книжного клуба. Говорю то, что вот мы встречались сегодня, обсуждали книгу «100 лет одиночества», да, и мы тоже там собираемся на основе нашего клуба штаба татар Москвы. Если у вас есть какие-то предложения, давайте тоже как-то будем проводить в воскресенье именно тематические встречи. То есть чат есть, давайте активно пишем свои предложения и вместе гуляем, уходим куда-то, и посещаем театры, кино и все такое. Вот. Рахмет. Привет! Сегодня удалось посетить штаб татар в городе Москве. Я сам живу в Петербурге. Первый раз приехал в этот штаб. Очень понравилась атмосфера. Администратор этого штаба Гульнара встретила меня очень тепло. Рассказала, ответила на все вопросы. Рассказала, какие есть мероприятия в этом штабе, сколько людей в этом штабе работает и сколько участников в этом штабе есть. В целом мне все понравилось. Я готов сотрудничать с вами и дальше.
Всем желаю хорошего дня. Всем спасибо.